Перейти за 100 дней из социализма в капитализм. Само слово айкидо означает путь гармонии. Государство, особенно кыргызское, полностью сняло с себя ответственность. Надо помнить, что марксизм никогда не умалял значение сознания. Не понимала, Платон мне все равно нравился, и мне хотелось быть платоником. В то же время, поскольку многие люди искали себя, я себя нашла в айкидо, и тем самым падение воспринимается не как поражение, а как путь к победе. Я поняла, что проблема в жизни, на самом деле это здорово. Вы становитесь еще сильнее. И то же самое в бизнесе и во всем. То есть любое развитие предполагает наличие проблем. И чем больше успехов вы добиваетесь, тем больше проблем вы встречаете. И где-то очень глубоко внутри я всегда чувствовала себя кыргызской. Всегда. Очень часто уходим с одной крайности в другую. У нас начался кыргызский национализм. То, что я не люблю. Но в последнее время у нас наметилась другая тенденция. Это исламизация. У кыргызов была такая поговорка: пока отец жив, сын не имеет права носить бороду. Но это же не зря так говорили. То есть ты не имеешь права замахнуться на авторитет отца. То есть наша юрта – это символ нашего космополитизма. Мой дом там, где я. Я была и кыргызской, и мусульманкой. Мы всегда отвечали, мы мусульмане, и мы кыргызы, хотя мы были атеистами. А ислам принес нам совершенно другую тенденцию. Нормальное отношение к многоженству. Я ведь женщина, я ревную своего мужа. И всегда ревновала. Я всегда представляла себе, хорошо, а если даже от меня будут требовать абсолютного подчинения Богу, куда я дену боль? Делить своего мужчину с кем-то еще. Да, семья укрепляет, ислам укрепляет семью, но каким способом? Женщина теперь никто. В кыргызской культуре женщина – это все. Это реально, это шея для мужа. Нам интересна ваша история, поскольку мы знаем, что вы заканчивали именно Московский университет, также преподавали в Соединенных Штатах, и также в данное время исследуете, насколько я знаю, права женщин в исламе. Да? И вот вокруг этой темы мы бы с вами хотели поговорить. Давайте тогда начнем с первого вопроса. Прежде чем перейти к философии, я бы хотел спросить вот о чем. Листая вашу информацию о вас, первым же делом мы наталкиваемся на том, что вы президент Федерации айкидо Кыргызской Республики. И, если не ошибаюсь, самый высший дан, да? Это у вас. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к спорту и как вы совмещаете вот эту философию и спорт? Во-первых, салам арген. Я тоже хочу поблагодарить тебя за то, что ты пригласил меня на эту передачу. Сегодня очень важно, на самом деле, философствовать. Очень многие не понимают, что такое философия. Да. И когда нет философии в той или иной стране, либо она если не развита, то практически эта страна будет топтаться на месте. Поскольку мы определяем, как философы, основное направление нашего движения. И если мы не знаем, куда двигаться, мы просто будем топтаться на месте. И мы должны определить для нашей страны, для нашего государства, куда нам двигаться. К сожалению, у нас не так много философов в нашей стране, и поэтому мы в Международном университете Кыргызстана занимаемся также подготовкой философов. Когда-то я сама выбрала философский факультет Московского государственного университета, поскольку мне было очень многое неясно, непонятно, и хотелось соприкоснуться с этим кладезем человеческой мысли. И если вы помните выражение Энгельса, то, что он сказал, вся история развития человечества – это история развития идей и теорий. Есть теория, значит, есть направление развития. А когда мы не знаем, куда двигаться, то
развитие останавливается. Поэтому очень важно сегодня рождать новые идеи и подсказывать нашему народу, что делать дальше. Поскольку мир сегодня на пороге очень-очень больших изменений. И эти изменения, по большому счету, меня тоже пугают. Вот, поэтому я пытаюсь найти именно тот путь, который помог бы не только мне, а прежде всего нашей молодежи. Потому что именно вы строите наше завтра. И у меня очень большая надежда на нашу молодежь, на таких, как ты, на твоих ровесников, на молодых людей более младшего поколения, поскольку в свое время мы очень много времени потратили на перестройку. Мы попали в такой... годы. Да, это 90-е годы, начало 90-х годов. Мы перескочили из одной системы в другую. На самом деле мы оказались у неизведанной черты. И когда мы в советское время учились на философском факультете, мы даже себе не представляли, что такое Запад, что такое Америка, что такое демократия. Вот. И... Хотя вы писали дипломную работу по Карлу Попперу, да? Да, да. Моя дипломная работа касалась Карла Поппера, критический рационализм Карла Поппера, открытое общество его враги. Как раз в это время, наверное, было интересно, да? Новые переводы. Там. Я помню, когда я впервые открыла эту книгу, я не поняла его критики Платона. Почему он сравнивает Платона с коммунизмом, с марксизмом. Вот. Теперь я очень хорошо понимаю, почему это происходило. Вот. И в те очень тяжелые годы, на самом деле очень тяжелые годы, мы потратили время, вот наши самые лучшие молодые годы, мы были такими, как ты, просто на выживание. Просто на выживание и на понимание того, а где мы очутились, а что теперь делать дальше, что будет завтра. Это было очень такое тревожное время, и большинство народу, они потеряли прежние ценности, но не приобрели новых ценностей. Я помню, очень многие стали говорить, что такое рыночная экономика. Рыночная экономика – это тогда, когда человек должен стать жвачом. Нужно жвать у этой жизни, забыв все нравственные принципы, мораль. Я помню, вот тоже все время искала ответ на вопрос, а какими мы должны быть? Но само общество очень сильно поменялось. В советское время мы жили в такое спокойное время. Мы точно знали, что будет через 10 лет, 20, 30, 40. И когда нам говорили, что в буржуазном обществе люди не знают, что будет завтра, нам это было непонятно. Мы не понимали, как это не знать завтра. Потому что наша жизнь была распланирована на 20-30 лет вперед. И мы точно знали, что вот так вот должно произойти. И вдруг оказались в такой ситуации, когда каждый был предоставлен сам себе. И многие, потеряв вот эти нравственные ценности, ушли в другую крайность. Очень много насилия началось. И особенно в Москве. Я помню, мы жили с моей семьей. У меня муж тогда еще учился в Академии Сурикова. И у нас была маленькая дочка, как раз когда уже поступила в аспирантуру. Это совсем разные годы, студенческие годы и аспирантура. Мы жили в Вышке, вот самому главному здании МГУ. И даже там внутри, хотя это полностью охраняемая зона, даже там внутри было небезопасно. Постоянно что-то происходило. Кого-то грабили в лифте, что-то еще происходило. У нас буквально вот в нашей зоне Г жила семья из Вьетнама, вот, и у них была вообще великолепная девочка. Помню, она в 1 классе училась, и она, когда ходила вот, по нашему корпусу, она всем улыбалась, со всеми здоровалась. Это был такой жизнерадостный, абсолютно красивый ребенок. А ее родители занимались тогда валютой. Это были первые годы, когда появились доллары, другая иностранная валюта. Вот, я помню, в зоне В у нас как раз наши ребята-кыргызы тоже начали заниматься валютой. Это толубаевцы сегодня, банк Толубай. Джингш Байкутиев с его друзьями. Вот. То есть кыргыздар, они не отстают ни в чем. Молодцы, они чувствуют, куда надо двигаться. А вот в нашем корпусе проживал как раз вьетнамец, который занимался валютой. И в один из дней его дочь выкрали.
за выкуп. М. Мы все переживали, но там была страшная трагедия в семье, вот, и ее таки не вернули. Не вернули? Не вернули. Конечно, отец был готов отдать любые деньги за дочь, но ее не вернули. И это происходило вот в совершенно закрытой зоне. У нас там на каждом входе был очень жесткий контроль, и без пропуска невозможно было проходить. Ну, конечно, мы выходили за пределы, когда шли на учебу, выезжали в город, или вот эта девочка, наверное, когда выезжала в школу. И, ну, такое очень страшное время было. Сегодня вообще, когда мы говорим о кризисе, оно ничто по сравнению с тем, что было тогда, в 90-е годы. А я с детства мечтала заниматься карате. Не знаю почему, но все время мечтала. Вот каждую ночь я видела себя как Брюс Ли. Он был моим кумиром. Я мечтала, что я как Брюс Ли буду прыгать на 2 метра на вагон какой-нибудь, еще что-то. Ну, он был кумиром нашего времени. Но в советское время нам запрещалось заниматься карате, тем более про айкидо мы вообще ничего не знали. Поскольку все это считалось буржуазной пропагандой. Вот это спорт. Спорт, даже спорт. Можно было заниматься самбо, дзюдо, борьбой. А карате, тэквондо, айкидо близко не было. Это около спорта, типа, не спорт. Да, вот поскольку боевое искусство, оно несло в себе некий другой заряд. Ведь там идет идея о самосовершенствовании, там совершенно другие принципы. Да. Вот. И еще принцип быть сильным. А сильный человек, он всегда независимый. Конечно, советское время имеет свои огромные преимущества. Это бесплатное образование, бесплатная медицина, жилье, жилье, это забота о детях. Я помню, государство полностью на себя взяло заботу о семье. Именно поэтому после перестройки, когда все оказались в непонятном времени, и когда мужчины растерялись, женщины начали требовать от своих мужчин полного обеспечения, потому что жизнь стала очень дорогой по сравнению с тем, что было раньше, и начались разводы. Потому что в первое время большинство мужчин, ну они же привыкли, что государство заботится о семье. И многие продолжали думать вот в этом направлении. Но государство, к сожалению, наше государство, особенно кыргызское, полностью сняло с себя ответственность за семью, за детей, за молодежь, за образование, за здравоохранение. То есть полностью сняло с себя ответственность. И было даже модно теория шоковой терапии. Ты, наверное, слышал? Да. Вот мы реально пережили этот шок. Что означает шоковая терапия? Это значит перейти за 100 дней из социализма в капитализм. И тысячи людей, миллионы людей остались без работы. Фабрики, заводы стали приватизироваться, закрываться, все станки. Вот у нас было великолепных 5 заводов союзного значения. У нас был Институт космических исследований, один из единственных, может быть, на территории Центральной Азии. И можете себе представить, что все это стало закрываться. И когда люди оказывались на улице без средств к существованию, государство просто говорило: это рыночная экономика, теперь вы сами должны выживать. И вот мы оказались в такое время как раз в Москве, и в Москве начались очень много политических процессов. Это штурм Белого дома. Мы вот как раз с дочкой сидели в комнате, и когда начали стрелять танки по Белому дому, мы с ней залезли под стол, хотя МГУ очень далеко находится от Белого дома, от Красной площади. Но мы залезли под стол, поскольку настолько это все слышно было, и мы слышали, как где-то недалеко стреляли из автоматов. А мы все равно продолжали смотреть телевизор. И в какое-то время, вот подожгли, по-моему, от Останкина, и все прекратилось. И по телевидению тишина, газеты молчат, все замолчало. И только слышны были канонады. Вот, а я с маленьким ребенком, но жизнь продолжалась, муж продолжал учиться, у меня продолжалось исследование, написание моей уже кандидатской диссертации. Вот. И я поняла, что нет, так дальше нельзя, я должна исполнить свою мечту, защищать себя и свою семью. То есть я должна была защищать своего ребенка и даже своего мужа. Муж у меня художник, он, конечно, очень сильный человек, но я чувствовала вот эту ответственность
И как раз в один из прекрасных дней, поскольку до этого у нас не было ничего, я ходила на гимнастику, занималась пантомимой, бегала. Без спорта у меня, я не могла жить без спорта с детства. Чем-то обязательно занималась. И вдруг появились объявления. И столько много объявлений прямо в самом МГУ. Там было очень много спортивных залов. И появились винчунь, айкидо, карате, тэквондо. Еще очень много разных направлений. Я, конечно, тут же побежала на карате. Прибежав на карате, я оказалась в зале, где все парни чуть ли не 2 метра ростом. Вообще москвичи огромные. И я такая маленькая, единственная женщина. Ну, там сенсей поставил меня в ряд и говорит, ну, тренируйтесь. И мы там начали тренироваться. Я с таким упоением начала тренироваться, и он подходит и говорит, я вас приглашаю в другой зал. Ну, я так сразу говорю, вы что, дискриминируете меня? Он такой, нет, нет, нет. Есть айкидо, я еще айкидо преподаю. Говорит, тебе подойдет айкидо больше. Ты же видишь, здесь какие большие мужики. Приходи туда, я думаю, тебе понравится. Ну, я с него взяла слово, что если мне не понравится, я возвращаюсь опять на карате. Вот так я попала на айкидо и осталась там. Ну, я думаю, что это не случайно, потому что само слово айкидо означает путь к гармонии. Путь к гармонии. Это как раз то, что мы искали в то время. Некую гармонию в эпоху, когда все разрушилось и ничего нового еще не построили, и не было понятно, каким оно должно быть, это новое. И вот даже само название и вся техника айкидо направлена на гармонизацию эту. Вот, ну, во-первых, самой личности. Я помню, впервые для меня, ну, это на самом деле для меня было открытием, что мы должны быть единством тела, духа и сознания. В марксизме очень много внимания, конечно, уделяем экономике. Экономика на первом месте, а вся духовная часть – это настроечная. Но надо помнить, что марксизм никогда не умалял значение сознания. Никогда. И вот даже вот эти простые выражения от Ленина, если идея овладевает массами, они превращаются в реальное оружие. То есть сознанию марксизм придает огромное значение. Ну, просто вот, когда мы отвечаем на основной вопрос философии, что первично? Первично материя, а потом сознание, ну, с точки зрения марксизма. Ну, конечно, в то время я была полностью поглощена этой идеологией, я считала себя марксисткой, и действительно искренне считала марксисткой. И сегодня я искренне обожаю эту теорию. Но поскольку я училась на кафедре истории зарубежной философии, там я, естественно, стала изучать всю палитру философской мысли, начиная с античности. Я помню, как я восхищалась Платоном, но поскольку основные идеи Платона были антиматериалистические, но вот я не понимала, ну, Платон мне все равно нравился, и мне хотелось быть платоником. И вот как раз, когда перестройка началась, и придя в айкидо, когда услышала, что человек – это единство телесного, духовного из ума, это выражение о сенсея Марихиро Ушиба, основателя айкидо. Мне это так понравилось, я подумала, да, действительно, человек становится сильным, когда он понимает, что он не только материальное существо, а он еще и духовное существо. И плюс еще он должен быть очень рациональным в этой жизни. Вот. И сама философия, конечно, меня учила этому рационализму. Но в то же время, поскольку многие люди искали себя, я себя нашла в айкидо. Философия айкидо, она очень близка была моим поискам. И в то же время, вообще мой таэта, он был молдо. И я у себя в комнате, несмотря на то, что это было советское время, всегда держала портрет таэтам. И мне мама всегда говорила, что таэтаңдың арвағы сені қолдайды. Всегда держала портрет таэтам. И мне мама всегда говорила, что таэтаңдың арвағы сені қолдайды. То есть дух твоего таэта всегда будет тебе помогать. И когда тебе тяжело, поскольку я далеко от родителей, обращайся к нему, он тебе будет помогать. И что самое интересное, он мне помогал. Особенно, когда были экзамены. Ну, студенческие годы, это же студенческие годы. Дискотеки, там,
прогулки, музеи, мы часто в театр ходили. То есть очень много времени мы в том числе тратили на культурные какие-то мероприятия, а по вечерам бегали на дискотеку. Ну, молодежь же, энергия из нас была, валила валом. Вот, тем более, я помню, что я себе места не находила, и все время было движение. И сейчас как, да? Да, ну, это генетически, видимо, передалось от моего папы. Вот. И тем не менее, вот в то время я начала чувствовать, что есть какой-то духовный мир, и хотя, я помню, у нас была специальная дисциплина атеизм. Научный атеизм. Научный атеизм, да. Специальная дисциплина, которую мы проходили целый семестр. И когда я читала, я абсолютно соглашалась с критикой религии. Абсолютно. Но я не понимала, а как же быть? Вот дух-то моего дедушки мне помогает. Вот как с этим быть? Как это объяснить? С другой стороны, марксизм, потому что я была ярой марксисткой. И вот все вот это вот как-то вот не могло сойтись в единое целое. И потом уже, когда я пришла в айкидо объединило все это. Материализм с духовностью, с рационализмом философским. Вот оно себе все объединило. И, конечно, вопросы о религии вставали передо мной очень часто. А моя мама, она хотя никогда не читала намаз, она всегда верила, кудай бар, чурчу, да? Она была физиком, но поскольку ее отец был молдо, видимо, это вот сказывалось на маме. Папа у меня был чистейшим атеистом, он постоянно критиковал религию и так далее. Вот. И вот в то время очень многие люди стали идти в религию, потому что религия дает вот некий внутренний стержень. Спокойно. Да, надежду на завтра, надежду на то, что Бог поможет. Аллах поможет, и завтра будет лучше, чем сегодня. И просто нужно быть сильным и выстоять это время. И естественно, что неожиданно вот стала развиваться вот религия. В Москве это христианство, в том числе ислам. Там очень много мусульманских этничностей в то время жили. И азербайджанцы, и татары, и другие. Плюс мы, которые, хотя мы были атеистами, когда нас спрашивали, а кто ты вот вообще по идентификации, мы говорим, мусульманин. Хотя мы говорим, ну мы не верим, но мы мусульмане. Это наша традиция, быть мусульманином. И уже после, когда я вернулась в Кыргызстан, меня всегда религия и ислам интересовали, всегда. Как бы было интересно. Ну, вот, я начала обращаться к Корану, начала думать о религии. И я помню, даже был период, когда я думала, нужно, чтобы все кыргызы пришли в ислам. Пришли? Да, я так думала, да, поскольку религия на самом деле помогает. Вот в очень тяжелые времена, и чем сложнее жизнь, тем больше человек становится религиозным. То есть он ищет вот эту зацепку в чем-то постоянном, в чем-то вечном. Фундаментально. Да. И вот этим вечным, конечно, является Бог, Аллах. И я начала работать, естественно, что я начала и преподавать философию, потому что философия – это моя любовь, это моя жизнь. А поскольку мое тело, у него свои законы, оно очень энергичное было, я думала, надо еще тренироваться. И вот я стала совмещать айкидо с философией. Днем преподавание, вечером тренировки. И это давало мне абсолютное счастье, чувство счастья, вот полноты жизни. Ну и там свои движения были, федерацию надо было поднимать, тем более, когда я приехала, ко мне приходили одни мужчины. И вот одними из первых ко мне пришли усеновские ребята, каскадеры. Вот благодаря им мое айкидо началось, поскольку мы арендовали зал в 39-й школе, а там не было татами, там был голый бетон. Ну, естественно, нормальный человек делать страховки там на этом бетоне, но не может. Это могут делать только каскадеры. А в айкидо очень много внимания уделяется падению, поскольку это своя философия. Вот, допустим, если вы смотрите различные соревнования, там дзюдо, борьба, самбо, человек упал, он проиграл.
В айкидо нет. Ты упал для чего? Чтобы встать. Падаешь для чего? Чтобы встать. Ты упал, еще раз встал, упал, еще раз встал, упал, еще раз встал. И тем самым падение воспринимается не как поражение, а как путь к победе. А когда вы проигрываете? В айкидо, ну, проигрываешь когда? Когда тебе делают очень больно, и ты падаешь, чтобы тебе не сломали руку, там, шею. Вот. Но потом ты опять встаешь, и потом то же самое делаешь с твоим партнером. И здесь как раз-таки есть гармония. То есть нет врага, а есть два партнера. Это как инь-янь. И мы каждый раз меняемся местами. Я то инь, то янь, я то янь, то инь. И так мой партнер. И мы перетекаем друг друга. Вот пытаемся использовать энергию друг друга. При этом агрессии не должно быть. Потому что агрессия, она убивает любую гармонию. И я часто своим ученикам говорю, надо любить партнера. И тогда ты сможешь с ним работать. А когда идет противостояние, там невозможно даже айкидо учиться. То, что у нас нет разделения на мужчин и женщин в залах. Вот я как женщина работаю с мужчинами. Ну, и я же прекрасно знаю, какое тело у мужчины. Оно сильное, мощное, мускулистое. Оно предназначено быть сильным. Это природа нас так создала. И противостоять этому сильному телу – это нереально. А вот использовать его – это закон айкидо. Взять и использовать энергию, перенаправить. То есть вот эту силу направить в то направление, куда он хочет, но пойти вместе с ним и дальше ну, бросить его там. Но это не означает, что он проиграл. Потом он с тобой то же самое проделает, он тебя бросает. То есть и я поняла, что проблемы в жизни на самом деле это здорово. Вот когда многие встречаются с проблемами, они думают, что ой, как тяжело, вот, и многие не хотят видеть проблему. А на самом деле проблема – это всегда новая возможность. И вот у Исхака Дизиса есть выражение: «Не бывает развития без проблем. Если нет проблем, значит нет развития. А если нет развития, то есть деградация». Если есть развитие, то есть деградация. Обязательно. Деградация есть в том случае, если есть развитие. Если нет развития. Нет развития. О чем говорят проблемы? Проблемы говорят о том, что вы продолжаете жить, идти вперед, развиваться. И преодоление каждой проблемы приносит что? Новую проблему. И новая проблема, она больше старой. Она мощнее, чем старая. И когда вы преодолеваете эту проблему, вы становитесь сильнее. И к вам навстречу идет другая проблема, еще более проблемная, еще более мощная. И когда вы преодолеваете ее, вы становитесь еще сильнее. И то же самое в бизнесе и во всем. То есть любое развитие предполагает наличие проблем. И чем больше успехов вы добиваетесь, тем больше проблем вы встречаете в своей жизни. У меня вопрос с этим. Всегда есть проблемы, всегда есть прогресс. Смысл-то в чем этого развития? Куда мы стремимся? Смысл вашей цели. Надо выстроить ее. Многие не знают, куда двигаться. Точно так же, как мы в 90-х годах не знали, куда двигаться. А философия должна подсказать, вот, куда надо двигаться. То есть вы должны понять, чего вы лично хотите, и поставить перед собой эту цель. И когда цель стоит, вы не видите тех проблем, которые вы встретите. Но чем ближе вы будете к цели, тем больше и больше будет становиться этих проблем. И не нужно думать о проблемах, нужно видеть цель. И получать удовольствие от преодоления вот этих препятствий. Потому что любое препятствие – это символ вашего мужества, символ вашего духа, вашей устойчивости, вашего напора и вашего желания двигаться к цели. А очень многие вот поставили цель, первая проблема, вторая, они бросают и выставляют себе другую цель. Выставили ее, но движение к цели не бывает без проблем, потому что проблема – это развитие. Если нет проблемы, это деградация. Не бывает такого, что вы развиваетесь без проблем. Нет, нет, нет. Развитие, оно сопровождается проблемами. А преодоление проблем – это сила вашего духа. И надо к ним относиться с любовью, любить свои проблемы. Вот встретилась проблема, с удовольствием преодолеть и идти дальше. Вот. То есть философия, она нас учит очень многим хорошим вещам, поэтому я продолжаю до сих пор заниматься философией.
У меня такое, хочу выстроить себе картину. Вот вы сами говорите, что были ярые марксисткой. Это марксизм, мне кажется, это некая система выстроенная, рациональная, да? И потом перейти к таким эзотерическим, так скажем, философским направлениям, например, которые веют от Востока. Да? Это Япония, Китай, ну и другие. То есть увлечение вот этим нечто новым. Да? И в связи с этим я бы хотел задать такой вопрос. Есть марксизм, это то, что приходит с Запада, есть айкидо, есть и другие, которые приходят с Востока. А что у вас осталось или развиваетесь в смысле нашей культуры? Что есть в нем, что вас движет, или как она повлияла на вас? Вот наша культура, наш язык, все наше духовное богатство. В советское время там была идеология. Я вот до сих пор говорю на русском языке, потому что где бы мы ни ездили по Кыргызстану, мой папа был партийным работником, и нас бросало то в одну часть страны, то в другую, и я большую часть времени провела на юге, выросла там. Хотя мы северные, вот. Поэтому я не понимала, почему люди делятся, везде они одинаковые абсолютно, ну, делятся. Для меня это было непонятно абсолютно. Я была гражданкой Кыргызстана. Вот. И хотя шла идеология о построении новой советской культуры, нового советского народа, который предполагает образование новой вот такой этнической группы, которая бы была ну, как бы отдалена от своих культурных корней. Это Советский было. гражданин, да? Да. Ну, не нивелирование, а вот все равно мы как-то уходили от традиционной национальной культуры. Мы учились на русском языке, мы выросли на русских сказках. Я помню, были кыргызские сказки, издания, но их не так много, к сожалению. Это наша вина, наша интеллигенция. Допустим, в школе мы не изучали Чингиза Айтматова. Не изучали? Нет, в наше время мы не изучали. У нас не было истории Кыргызстана, мы изучали историю СССР и всемирную историю. Вот. История Кыргызстана, она уже после перестройки, уже после 90-х годов появилась. А до этого, я помню, когда на первом курсе мне вот один из армян сказал, что у кыргызов была письменность верховно-енисейская, я думала, что армянин сказал мне. Я была шокирована, поражена, что у кыргызов была письменность, да неправда, мы, наверное, никогда не имели письменности. И потом уже я читала Клишторнова, очень много других исследований, и вижу вот эти культурные артефакты с нашей архоно-енисейской письменностью. Но это после. А в советское время мы об этом как бы не знали. Но внутри очень глубоко, все-таки на генетическом уровне мы остаемся быть кыргызами. Ведь советское время длилось 70 лет, а генетически тысячелетиями мы были кыргызами. И где-то очень глубоко внутри я всегда чувствовала себя кыргызской, всегда. И где бы я ни была, я всегда чувствовала себя кыргызской. Я помню, когда мы с мужем в 90-х годах начали выезжать на Запад, вообще у меня диссертация, она касалась уже философии Эриха Аурбаха, структурный анализ текстов. У нас на русском языке была только одна книга «Мимесис», а остальные произведения о нем, его были на немецком языке, но благо в советское время меня научили тогда немецкому языку в МГУ. И мы начали выезжать, он рисовал портреты на площадях, я бегала, приглашала этих клиентов. Мы начали зарабатывать в марках, в шведских кронах. Ну, нормально получалось. Но самое главное, в свободное время я бегала в библиотеке и ксерила литературу, нужную мне, чтобы написать диссертацию. И это очень дорого было, очень дорого. Но зато мы посмотрели Запад, я сравнила жизнь на Западе и у нас. И я поняла, что мне хотелось бы, чтобы у нас была демократия. Вот. То есть, и когда мы выезжали, нас всегда спрашивали, это откуда? Ну, естественно, что люди интересуются и говорят, ты откуда? Я говорю, я кыргызская, я из Москвы. Они говорят, ты русская. Я говорю, не-не-не, я кыргызская. Они говорят, ну ты же из Москвы.
Я говорю, я там учусь. И муж там учится. Они говорят, ну, значит, ты русская. Я потом помню, когда первый раз в Японию поехала, они опять спрашивают, ты откуда? Я говорю, из Кыргызстана. Они говорят, а что такое Кыргызстан? Курдистан, больше Курдистан знали почему-то. Либо Казахстан. Да. Я говорю, ну это там, где ниже Казахстана. А она говорит, а, ты русская, значит. Ты, говорит, на каком языке разговариваешь? Я говорю, на русском. Они говорят, значит, ты русская. И меня всегда возмущало. Я всегда про себя говорила, нет, я кыргызская, я кыргызская. А в чем эта вот кыргызскость проявляется у вас? Кыргызскость. Ну, в первую очередь для меня быть кыргызской это было внешне. Быть кыргызской, да, то есть вот по внешности. А потом, когда уже началось строительство нашего собственного государства, я была безмерно гордая, что у нас есть независимая Кыргызская республика. Ну вот меня прям распирало. Я помню, когда Акаев стал первым президентом, я прям восхищалась. Я помню, что внешне он мне очень не нравился. Когда он был депутатом Верховного Совета СССР, и когда вот его впервые показали, что вот он кандидат в президенты независимой Кыргызской республики, я возмущалась, думала, неужели нельзя найти более симпатичное лицо? Все-таки целое государство, а человек, который представляет государство, должен быть и внешне привлекательным. Вот. Но потом я быстро забыла об его внешности, я уже его обожала как первого президента нашей независимой Кыргызской республики, потому что я настолько себя кыргызской чувствовала, не знаю, я говорю, тысячелетиями, через гены, видимо, нам это передается. Это очень сложно из нас выжить. И самое главное, мне кажется, это понятийном языке очень сложно передать, да? Согласны? Да, да. Хотя, конечно, философия объясняет, что такое племена, роды, этносы, нации, народы и так далее. Но потом, конечно, он меня очень сильно разочаровал. Я до сих пор не понимаю, как он мог предать нас, продать узнику Куш. Я до сих пор не могу понять, как Бакиев мог предать нас, продать Хархара. Я не понимаю наших чиновников, которые продают нашу землю. Наши отцы и деды, наши предки кровь проливали за эту землю, чтобы мы сегодня назвали себя кыргызами, чтобы у нас была государственность. И когда сегодня легко расстаются с тем, что нам так легко досталось, и, наверное, поэтому часто мы слышим, когда говорят, что государство свалилось на нашу голову, поэтому ее не ценим. Наверное, это правда. А ведь мы счастливый народ. Огромное количество наций и народов во всем мире, которые мечтают о своей государственности, а мы вот имеем ее. И сегодня, я думаю, пришло новое время для философов. В чем она выражается, как вы думаете? Философы должны объяснить все эти вещи. Они должны объяснить кыргызу, как развиваться дальше, кыргызстанцам, как развиваться дальше. Потому что мы очень часто уходим с одной крайности в другую. У нас начался кыргызский национализм, то, что я не люблю. Я обожаю русских. Я помню, когда первый раз попала в Америку, я стала любить американцев. Ведь они там помогали мне, моей семье. И они не обращали внимания, что я кыргызская. Это сейчас мы критикуем внешнюю политику Америки, но сам американский народ, он великолепный, он очень благородный. Когда я познакомилась с немцами, я была восхищена, в восторге от немцев, я была в восторге от шведов. То есть, в Москве мы дружили, у меня была подружка туркменка, подружки казашки, я помню, у меня была подружка гречанка. То есть я ненавижу национализм. Но у нас в стране идет перекос. Многие наши кыргызские девушки, ребята, когда они думают, что они должны быть патриотами, для них патриотизм скатывается в национализм. Но в последнее время у нас наметилась другая тенденция. Это исламизация. Я отдаю дань исламу благодаря моему таята, но сейчас я начинаю видеть в исламе то направление, которое изживает из нас нашу этническую принадлежность. Оно делает из нас арабов. И оно прививает новый менталитет, который чужд для наших мужчин и женщин, нашей молодежи. У кыргызов была такая поговорка: пока отец жив, сын не имеет права носить бороду. Да. Но это же не зря так говорили. То есть ты не имеешь права замахнуться на авторитет отца. Это
Вот если вспомнить, все наши старики рисуются с бородами, да? То есть это борода как еще одно свидетельство авторитета. Вот человек прожил долгую жизнь, и теперь все к нему идут за советом, и он может решать дела рода, племени. А в исламе другое. Все обросли этими бородами, и считается, что это парс. Но в соответствии с кыргызскими традициями это неуважение к старшему поколению, во-первых. Во-вторых, это неуважение к нашей истории, к тысячелетней истории кыргызского народа. А во-вторых, кыргызская женщина никогда не была замкнутой в очкари. Вот есть великолепная книга про жизнь кыргызов и сартов в Ферганской долине. Вот, и там описано, что узбеки, оседлые народы, женщины всегда находились в очкари, то есть были замкнуты внутри дома. А кыргызская женщина никогда не была замкнута. Свободная. Она была свободна, потому что невозможно было при нашем образе жизни замкнуться. Вот если посмотреть, вот кто строит юрту? Женщина. Мужчина держит тюндюк, а все остальное делает женщина. То, что это пошло с издревле. И даже вот тогда, когда мы были частью монголо-татарских войск, мужчины кочевали, но женщины не отставали же от них. Они сопровождали своих мужчин со всем этим скарбом домашним, с юртой. И там, где была остановка, тут же кыргызская женщина останавливалась, начала строить юрту, и мужчина мог отдохнуть опять у себя дома. То есть наша юрта – это символ нашего космополитизма. Мой дом там, где я. Мой дом там, где я. Да, поэтому кыргыз очень легко вживается в любую культуру. Вот в Москве я никогда не чувствовала себя чужой. Да, я знала, что я кыргызка, но Москва – это был мой дом. В принципе, я тоже. Потому что это вот наша генетическая память. Вот куда приходит юрта, мужчина возвращается в этот дом, и там ждет его женщина, и это его дом. И где бы он ни оказался, женщина идет за ним. И вот в нашей семье папа постоянно переезжал, он неожиданно раз его направляет там в Карасу, Куршап, Ош, Узген, Алай. Он просто собирался, он уезжал, потом звонит маме: «Ай, Балдардал парк, кель, алу-гель». И моя мама тоже сама, без помощи моего папы, начинала собирать весь домашний скарб, звала родственников, грузили на машину и переезжала за папой. Я сегодня думаю, елки-палки, если мой муж так делал, я, оставалась бы с ним или нет. Сейчас я понимаю, что это исторически нам характерно. И вот папа уезжал, мама вслед за ним. То же самое было в течение всей кочевой жизни кыргызов. То, что, издревле. Да, когда я говорю кыргызскость, наверное, в этом и, проявляется, да? Да, через женщину, да. отношение к женщине. Да. Да, вы затронули вопрос относительно в последнее время некой яркой исламизации нашего общества, нашей культуры, особенно среди молодежи, да? Да. И я знаю, что вы проводите, и уже много лет проводите исследования на эту тему. Как бы вы оценили эти тенденции? Куда мы идем, что будет завтра, и что нужно делать, чтобы как было как раньше, когда было раньше, я имею в виду некое светское государство, да? Мне кажется, для вас светское государство это важнее всего. Да, да. Первое свое исследование по исламу я провела в 2002-2004 году. Благодаря фонду Сороса, благодаря программе Карти, я получила грант, небольшой, правда, но получила грант для исследований. А ислам, я говорю, всегда привлекал меня, потому что я была и кыргызкой, и мусульманкой. Мы всегда отвечали, мы мусульмане, и мы кыргызы, хотя мы были атеистами, но мы отвечали так, что самое интересное. Да. Атеисты, мусульмане, кыргызы. Да, мы как-то делили это. Идентичность – это одно, а вот ваше представление – это другое. Ваша идеология – это другое. То, что Карл Юнг применил слово коллективное бессознательное, вот, наверное, вот это, да? Когда коллективное бессознательное остается. Абсолютно верно, да. На уровне коллективного бессознательного мы были кыргызами и мусульманами, а на уровне идеологии мы были атеистами и марксистами, материалистами. Да. То есть вот мы умели вот так... то, что можно слегка изменить, да? Вот прошлый марксизм прошел, и вот мы стали либералами. Для меня он не прошел. Для молодежи его не существует. Они не знают. Нас, вот, в принципе, у нас нет опыта жизни в этой системе. А для меня он не прошел, для меня он остался. Ну, сейчас вот по поводу исследований,
я говорю, ислам всегда меня привлекал, и в то время среди кыргызов было всегда такое выражение: кыргызы плохие мусульмане. Потому что кыргызы пьют, да, курят, женщины хиджаб тогда никогда не носили. И считал, что кыргыз плохой мусульманин. Вот. И я начала исследование. Исследование длилось около полугода, год. Для меня это было потрясение. Я увидела, что та реальность, которую мы видим, обычный народ вот сверху, она кардинально отличается от того, что происходит внизу. Это 2004 год. 2002-2004. Подводные течения. Я сделала опрос в 5 университетах, причем там были, среди них даже АУЦА был. Я там тогда профессором АУЦА была, Американского университета в Кыргызстане. Я сделала исследование АУЦА, 2 северных вуза и 2 южных вуза. И когда я получила результаты, что 79% студентов моих АУЦА считают себя мусульманами, прежде всего, чем кыргызами, и потом кыргызами, да. И 85% северные кыргызы, молодежь, студенты ответили, что они прежде всего мусульмане, потом кыргызы. И южные до 95% ответили, что они сначала мусульмане, потом кыргызы. И в то время я посещала мечети. Я помню, когда я пришла в мечеть Вош, там было 6 тысяч человек на обычную пятничную молитву. Там некуда яблоку было упасть. Я была в шоке. И среди них было очень много молодых людей. Потом я поехала в Карасу, там тоже мечеть есть, старинная такая. На обычную пятничную молитву пришло 8 тысяч человек. Ну, для меня это было потрясение. И тогда начали открываться в медресе в огромных количествах, и родители предпочитали отдавать вот в южных регионах детей в медресе, чем в школы даже. И рассказывали, как здорово, как все друг друга поддерживают, какое новое нравственное воспитание дети получают. Потом, я помню, в 2004 году был айт-намаз на площади Алато. И когда я пришла туда, я сделала фотографии. Для меня это еще один был огромный шок. И потом в средства массовой информации объявили, собралось 75 тысяч молящихся на айт-намаз. А в Бишкекской мечети собиралось до 14 тысяч. И я поняла, что снаружи, вот, как бы все думают, кыргызы плохие мусульмане, и все они атеисты, там еще кто-то, непонятно кто. Очень многие, да, прозелиты уходят в другие религии. Но внутри вот, никому не видно вот это течение из-под воли, которое идет в Кыргызстане. Мощная исламизация, огромное количество мусульманских фондов. Некоторые фонды платят девочкам, еще в то время начали платить девочкам по 2000 сом в месяц, это арабские фонды, просто за то, чтобы девочка одела хиджаб. Только за это. Естественно, материальное положение наших семей, оно не очень хорошо сказывается на, вот, в том числе на молодежи, и многие девочки только ради того, чтобы получать эту стипендию, они одевали хиджаб. А потом, одев один раз, уже все, ты не можешь из этого выйти. Ну и начались паломничества в Мекку. Я помню, мне тоже было очень интересно. Я тоже мечтала накопить, в то время это было $2000, накопить и съездить в Мекку, посмотреть Мекку. А у меня была подруга Дебора Акерс. Она американка, и у нее муж очень большой начальник Джада. Это вот еще один большой город. И она сказала, если ты хочешь в Мекку, я с ним поговорю, и он тебе сделает там визу, все, что надо. И не обязательно во время паломничества. Я такая, ой, давай поговори, пожалуйста. А она такая предупредила, говорит, ну по семейке ты не сможешь снять хиджаб. Я говорю, как это не смогу? Она говорит, ты не будешь иметь права снять хиджаб, ты навсегда должна быть в хиджабе. Я говорю, о, стоп. Для меня хиджаб символ вот этого ичкари, замкнутости, закрытости. Я говорю, нет, я еще хочу свободу. Потому что у меня айкидо. Она говорит, и айкидо ты не сможешь тренироваться, потому что я же с мужчинами работаю в зале. Я говорю, ну как? Айкидо с женщинами не бывает. Просто не бывает. Я много раз пыталась вот, давать женским группам, но не проходит, потому что женщины все слабые. И айкидо не проходит. А его нету, просто нету.
Айкидо работает там, где ты встречаешься с силой, и когда ты должен управлять этой силой. Это айкидо. А когда ты со исламом работаешь, там нету просто айкидо. Я думаю, нет, ну я так не могу, мне надо расти, мастерство свое взращивать. Это остановило меня от поездки в Мекку тогда, очень мощно причем. Но интерес у меня всегда оставался, и я видела, что начинается еще очень много таких отрицательных вещей для кыргызской женщины. Вот я часто бываю на Западе, все говорят о распущенности американской молодежи. Да, она распущена, но как только они женятся, вопрос о верности мужу, к жене и жены к мужу очень остро стоит. То есть они перестают друг другу изменять, потому что они вступили в новую жизнь, они создали семью, и теперь семья для них святое. И вот если посмотрите, очень много голливудских фильмов, когда муж изменил жене, он же должен с ней быть честен, он должен признаться, что он изменил. Да. И он не может сделать, потому что она его бросит. Психологическая некая травма. Да, идет вот борьба, да, вот быть честным, сказать или потерять свою любимую женщину. А ислам принес нам совершенно другую тенденцию. Нормальное отношение к многоженству. Я ведь женщина, я ревную своего мужа. Я всегда ревновала. Я всегда представляла себе, хорошо, а если даже от меня будут требовать абсолютного подчинения Богу, куда я дену боль? Делить своего мужчину с кем-то еще. Я была не согласна с этим. И вот это был мой первый протест против положения женщины в исламе, не против ислама. Очень много в исламе хорошего, очень много. И особенно то, что объединяет людей, да, делает вас частью исламской уммы, мировой исламской уммы, поддержку. Вот, например, сейчас у нас наших философов, вот иранцы пытаются поддерживать. Есть много хорошего. Но вот это положение женщины в исламе, это многоженство, оно начало рождать во мне вот внутреннее вот это вот противостояние. Почему так? Ведь исторически вот мы, женщины, мы очень верны своим мужьям, очень верные. Исторически наш муж-воин кочевал, мы за ним ехали, строили там юрту, и он вечером мог прийти и отдохнуть в нормальных условиях. И мы всегда посвящали свою жизнь семье, своим детям, своему мужу. Я помню, в советское время то же самое было. Если мужчина изменял своей жене, жена могла пойти в райком партии и пожаловаться. Вот, муж ей изменяет. Райком партии вызывал и говорил: ай, ты что там делаешь? Потому что для коммунизма семья это тоже, вот до самого появления коммунистического общества, при социализме, семья это очень важная ячейка общества. И в советское время огромное внимание уделялось семье и взаимоотношениям между супругами. И государство считало своим правом вмешиваться в дела семьи, чтобы она не разрушалась, чтобы дети росли при матери и при отце. А что нам принесла перестройка и рыночная экономика? Огромное количество молодежи выросли без отцов при живых отцах. Огромное количество разводов. Да, семья укрепляет, вот ислам укрепляет семью, но каким способом? Женщина теперь никто. В кыргызской культуре женщина это все. Это реально, вот это шея для мужа, да, для его головы. Потому что, когда ты же заходишь в юрту, там условное разделение. Правая сторона женская, левая мужская. Ну как разделиться внутри одной юрты? И все 3 поколения могли жить в одной юрте. Ну как ты укроешься перед кайната, там, перед гостями? Ну никак. И поэтому кыргызская женщина исторически была свободной. У нас дух свободы очень сильно развит. И мы были помощницами своих мужчин. И мы гордились этим. И поэтому исторически женщины воевали наряду с мужчинами. Именно, я не знаю, у других народов, наверное, тоже есть женщины-воины. Но у нас же очень много таких случаев. Крис Салыкал, там, Жаңыл Мурза. Очень много вот таких историй. И женщина наравне с мужчиной. Она помощница мужчины. Его поддержка в доме.
А в исламе кто? Она никто. Она ничего не решает. У нее нет голоса. Она даже не может решить вопрос о замужестве своей дочери. Вот я до этого читала книгу, в том числе, ну, я очень много книг по исламу читаю, и особенно по правам женщин в исламе, и на английском языке, и на русском языке. А вот из наших писателей, вот есть Роза Айтматова, сестренка Чингиза Айтматова, на самом деле она написала великолепную книгу, которая называется «Белые страницы истории». И она описывает историю своей тети Карагыз. Карагзапа. Да. Карагзапа – это родная сестренка ее деда да. Айтматова Туракула. И она описывает, как ее в 13 лет выдали замуж за 45-летнего старика. Потому что что такое 13 лет? Это же ребенок. И она очень ярко, четко описала, как это все происходило. И там все время говорилось по мусульманским обычаям, по мусульманским обычаям. У меня такой вопрос к вам. Вот кыргызы жили в кочевых условиях, и 70 лет была такая большая идеология, большая идея о том, что мы что-то строим. А потом сейчас, в принципе, кажется, что у нас нет такой большой идеи. То, что вы говорите, цели, да? Как вы думаете, нужна ли нам некая цель, большая идея? Если она есть, то какова она должна быть? Либо она кроется в исламе, либо в нашей традиции. Где это наш источник большой идеи? Как вы думаете? Ну, естественно, если цели нет, то вы никуда не двигаетесь. Например, когда мы заканчиваем школу, мы впервые задаемся вопросом, а кем я хочу быть? Когда мы задаемся вопросом, кем я хочу быть, это значит вопрос, а куда я должна двигаться? Или куда я должен двигаться? Ну и чаще всего, к сожалению, судьбу нашей молодежи определяют родители. И они говорят, ты будешь юристом, ты будешь экономистом, ты будешь тем-то и тем-то и тем-то и так далее. В советское время нам родители не навязывали такого. Ну, потому что образование было бесплатным. Все, что тебе нужно было, это хорошо учиться и пройти вот конкурс, экзамены. Ну, если ты ленивый, то ты не можешь пройти. Но ты можешь закончить там профтехучилище, училище. Тоже возможностей было очень много. То есть не нужно было семье тратить деньги. И родители, как правило, не вмешивались в судьбу ребенка, они говорили, выбирай сам или выбирай сама. Вот. А сейчас родители считают, где можно учиться бесплатно, с каким образованием ребенок получит дальше возможность трудоустроиться и так далее, и так далее. Вот. То есть вот идеология такая же. С одной стороны, навязывание идеологии, оно невозможно. Да? Мы должны сами решить, чего нам надо и куда мы хотим двигаться. С другой стороны, все-таки должна быть подсказка, а куда двигаться. И что для нас является главным для Кыргызстана? Во-первых, я уверена в том, что основной путь наш заключается только не в исламизации. Только не в исламизации. Почему? Потому что вот исламизация в нынешнем виде, она изживает из нас быть кыргызом. Она оставляет одну идентичность – быть мусульманином. И убирает из нас быть кыргызом. Но посмотрите все наши традиции, и сейчас вот критикуют нашу традицию, вот надо хоронить в этот первый день, когда умер человек. Вот так-то надо проводить традиции обряда свадьбы и так далее. Но что такое похороны в 3 дня? Ну, мы все знаем, почему они были в течение 3 дней. Потому что вот если кыргыз не пришел на свадьбу, ничего страшного. Но он должен прийти и попрощаться, когда человек умер. И это самое важное. То есть уважить человека, когда он умер. Показать его близким, что ты не один. У тебя умер отец, умерла мать. Но ты не один, видишь, я тоже пришел. Я пришел тебя поддержать в этот день. Как бы
И эта поддержка, она всегда объединяла кыргызов. И мы такой маленький народ, несколько тысячелетий мы до сих пор существуем благодаря этой традиции. Неважно, придет ли человек, когда тебе радостно, но когда тебе тяжело, он обязан пройти и сказать: «Я с тобой рядом». А ведь не было тогда самолетов, не было машин, и кыргызы жили друг от друга на далеких расстояниях. И уходило 2-3 дня, и родственники ждали родственников. Но сейчас то же самое время. Очень многие дети живут, учатся за границей, кто-то в Китае, в Японии, в Москве, кто-то в Америке, там, в Европе. И тоже нужно время. То есть не так, что умный человек и сразу его же быстренько. Конечно, вот я понимаю, что родственникам очень выгодно. Вот умер, раз похоронить и все. Закончить со всеми этими обрядами, потому что 3 дня встречать гостей — это очень тяжело. И это тяжело прежде всего кыргызской женщине, геинке, которая обслуживает всех вот эти 3 дня. Ну, на самом деле, я думаю, что не совсем так, потому что и все гелинки из племени Да, собираются, и, в общем, все они берут, Вместе. Да, вместе берут нож вот этого. Да, то есть, вот смотри, смерть человека объединяет кыргызов. Да, как говорится, кыргыздарды жакшылык менен жамандык бириктирип калды. Да. Словах поговорим нашу философию в современном Кыргызстане. Как она развивается? Есть ли у нас философия в современном Кыргызстане? И чем она занимается? Ну, если сказать, что нет философии, тоже будет неправда, потому что есть философы. А с другой стороны, меня всегда удивляло, почему у нас нет Хайдеггеров? Вот ты обожаешь Хайдеггера. И я думаю, почему у нас нет Платонов, Аристотелей, Кантов, Гегелей, Да. Марксов? Я думаю, причина только в одном. Почему? Мы не верим в себя. Не верим в себя. Да. Кыргызы не верят в себя. То есть мы думаем, Хайдеггер может родиться в немецкой культуре. Такой парадокс неполноценности. Да, да. И нам нужно преодолеть это. Тем более, что сегодняшний мир – это мир полный возможностей. Он полон возможностей. И здесь одно «но», один очень большой барьер – это материальное состояние. И поэтому молодые люди, они не могут себя полностью посвятить философии, им надо зарабатывать на жизнь, семью кормить, детей кормить, потом дети вырастают, там, обучать их, и там, пойти на той, отнести кошумча, пойти на аш, отнести кошумча, дни рождений. Это не прекращается. И это не дает по-настоящему заниматься философией у нас в Кыргызстане. Я вижу эти причины, но должны появиться молодые люди, которые будут влюблены в философию и развивать ее, и станут нашими кыргызскими Хайдеггерами. Есть люди, которые способны готовить таких философов? Потенциал. Ну, конечно, такие есть. Нас, в принципе, не очень много. Вот, я помню, в советское время нас по одному на отсказу отправляли в Москву, там, в Новосибирск, Томск и так далее. Нас очень мало. И 90% ушли в бизнес, потому что мужчине надо кормить семью. И в основном остались женщины. И очень мало мужчин-преподавателей философии. Это самые стойкие, я так сказала бы, которые, несмотря ни на что, продолжают преподавать философию и готовить новое поколение. И вот если даже посмотреть в соотношении между кафедрами философии или направлениями философии, подготовка философов в Кыргызстане. 4 университета готовят философов. Национальный, и то у них только 1-2 курс. Манас. Славянский, университет Манаса и Международный университет Кыргызстана, мы. И к нам очень мало поступает, и поэтому мы дорожим каждым. И мы мечтаем, чтобы к нам пришли самые сильные парни и девушки, самые сильные. Поскольку мы, философы, определяем ту цель и то направление, куда надо двигаться. Потому что очень много сегодня возможностей, очень много направлений. И вот одно из них, которое у нас идет таким очень мощным движением, это еще раз исламизация. Но многие вещи, они противоречат нашей кыргызской культуре. Вот положение женщин в обществе, да? Верности мужчин, женщин в обществе, в том числе свобода женщин, сила женщин, мужество женщин,
то есть быть равными с мужчинами. Ведь если в обществе работает 50%, а 50% женщин сидят на шее у своих мужчин, то какая экономика? О каком развитии экономики мы можем говорить? А если мы не можем говорить о развитии экономики, о какой безопасности для нашего государства мы можем говорить? Любое государство нас захватит. И Таджикистан, и Узбекистан, кто хотите, хоть маджахеды. Потому что если у нас экономика слабая, то мы не можем направить деньги, в том числе на вооружение. Но самое главное, это мы не можем направить деньги на науку и образование. Современная экономика невозможна без научных исследований, без математиков, биологов, химиков, физиков. Она просто невозможна. А мы разве их готовим? Мы же готовим экономистов, юристов. Что могут сделать экономисты, юристы для страны? Я считаю, ничего. Абсолютно. Потому что даже юристы, для них закон – это возможность человека посадить. Все. Это закон для них – это нечто ограничивающее свободу человека. В то время как философия права, она говорит, право – это свобода. Юридический позитивизм его, естественно. Да, право. да. И наши юристы не понимают, что закон не существует ради самого закона, а закон существует ради человека. И должны быть какие-то критерии, а этим критерием является общее благо, благо каждого кыргызстанца. А не так, что вот если сегодня ты оппозиционер, тебя раз посадили, если ты не согласен, тебя раз посадили. Фемида не для этого, а Фемида для того, чтобы защищать свободу человека. А свобода человеку нужна для чего? Чтобы реализовать себя в экономике, в творчестве, в политике, во всем. И если есть эта свобода в реализации, то у нас очень много талантливых, может быть, гениальных молодых людей, только надо дать им этот шанс реализоваться. 3 книги, которые обязательно должен прочитать каждый человек. Конечно, я хотела порекомендовать философские произведения, но они сложные для понимания. Вот из тех книг, которые очень легко читать, и они отвечают потребностям сегодняшнего времени. Это, конечно, книга Аджимаглу и Робинсона «Почему одни страны бедные, другие богатые». Тоже. Не скажешь, что легкая книга, потому что я ее читал. Но она все равно очень понятна. Ну, по сравнению, да, научпоп, да? Да. Конечно, вторую книгу, вот, чтобы знали нашу историю и чтобы ценили нашу свободу, я рекомендовала бы Розу Айтматову «Белые страницы истории». Прочитайте эту книгу. Вот, для молодежи это очень полезно. Вот. И третье, я порекомендовала читать книги все, что касаются вот, бизнеса. Потому что Кыргызстан поднимется за счет предпринимательства и бизнеса. Вот, если чем больше людей будут читать Кийосаки, даже Рубина Шарму, да, чем больше людей будут читать Брайана Трейси, Адизиса, тем лучше будет для нас, для нашего будущего. То, что слабая экономика, она делает страну уязвимой в плане безопасности. Любая другая страна может нас захватить. Посмотрите. И даже вот наше неправильное телодвижение в отношении Российской Федерации могут закончиться очень плачевно для нас. И мы должны помнить вот тот урок, который сегодня идет на Украине. И в то же время мы должны получать современное демократическое образование. И я посоветовала молодежи, в том числе ехать на Запад, в Америку, учиться там. Там очень хорошее образование. Но при этом не отметать наши традиционные ценности, а уметь инкорпорировать их в современную жизнь и сохранить нашу традиционную идентичность. Быть кыргызом, быть кыргызстанцем. У меня вот тоже вопрос к тебе. Я хотела, чтобы ты ответил. А почему ты философию выбрал? Что для тебя философия? И я отвечу вкратце. Когда я учился в Академии госуправления, первый курс, второй курс, я учился на государственного управленца. Я хотел быть политиком. Но потом, на втором, третьем курсе, я понял, что без хорошего, фундаментального, гуманитарного образования делать в политике нечего. Поэтому с тех моментов именно целью быть в дальнейшем политиком, да, и государственным деятелем я начал изучать философию.
и все остальные науки. И вот так пошло, потом магистратура на философию поступил, сейчас тоже философия. И вот моя первая цель пока что остается. Я думаю, что в дальнейшем я буду полезен своему народу, своему государству, но не как сегодняшние политики, которые не умеют ни читать, не говорят о том, чтобы философствовать, а именно быть начитанным и профессиональным политиком. Но это, конечно, не цель. И сейчас меня философия обрела некую новую черту, и философия, она поглотила меня, можно так сказать. А ты мог бы порекомендовать, допустим, молодым парням заниматься философией? Для чего им нужна философия? Вот, другим молодым людям. Вот, мужчинам нашим. Да. В принципе, один вопрос, мне кажется, это удовлетворенность примитивным ответом на все главные вопросы жизни. Вот, кто такой человек, как я должен поступить, вот как Кант сказал, да, как я должен поступить, что я могу знать. Вот эти фундаментальные вопросы, и на них, к сожалению, наша молодежь, наши мужчины, так скажем, получают некие примитивные ответы и этим удовлетворяются. Вот. И я бы сказал, что нужно всегда удовлетворяться, если есть некий ответ конечной инстанции, то искать его именно в неких серьезных литературах, философии. Не только философия, литература, наука, искусство. Вот там, где серьезные, нормальные, так скажем, ответы на вопросы жизни.